Свою версию истории жизни мальчика из чувашского села, ставшего всемирно известным ученым-китаеведом, предлагает Чувашский драматический театр. Сегодня там премьера спектакля «Угаснет свет во мне, а ты гори» по пьесе Михаила Сунтала. Страницы удивительной биографии Никиты Бичурина артисты обыграли на сцене. Загадочная личность Бичурина и по сегодняшний день волнует умы людей. Поиск собственного пути, неожиданные повороты судьбы. Сама жизнь ученого и священника уже сюжет для воплощения. После трагической смерти любимой девушки Никита Яковлевич поклялся посвятить себя Богу. С того момента начинается его служение церкви под именем Иоакинф. За нарушение обета его отправляют в Китай миссионером. Именно там ученый создает величайшие труды по изучению Востока. Отцу Иоакинфу довелось испытать и всю горечь клеветы и тяготы изгнания. Он был выслан в Валаамский монастырь. Постановка, наполненная драматизмом, захватит зрителя с первых минут. Мы ищем корни, чувашские корни, вместе с Бичуриным. В процессе спектакля мы уходим в далекий Китай, откуда произошли чуваши. Вот что мучило Бичурина, ведь он тоже чуваш. Вот эта линия, такая, знаете, сквозная линия, пронизывающая, тоскующая, ностальгирующая линия Бичурина, она у нас основная сюжетная линия. Трагедия Бичурина как личности, когда он разрывается между наукой и религией. Вот об этом спектакль. Над ролью Никиты Бичурина работали два актера – Евгений Урдюков и Геннадий Медведев, примеряя на себя различные отрезки жизни героя. Обрамляет драматический сюжет и музыка. Ее волны то нарастают, то отступают на задний план. В итоге создают свою музыкальную канву, тесно переплетаясь с сюжетом. Вот появилась во мне эта музыка такая, вот самая главная тема, вот, которую вы услышите в спектакле, которая бьет ключом, идущая по диагонали, которая дает свет всем и каждому, дает крылья. «Угаснет свет во мне, а ты гори» – уже пятый спектакль, поставленный в театре благодаря гранту главы республики. Именно этой постановкой 15 июля чувашская драма закроет свой сезон. Михаил Нагоркин, Марина Корягина, Михаил Солин, Вести Чувашия.